Это бизнес. Это надо кормить мастерскую, это надо платить зарплаты. Ты и Ирина Данилевская. Наш бренд не участвует в Fashion Week. По-моему, первый раз даю какое-то официальное интервью на эту тему. Вот. Так что у вас, можно сказать, эксклюзив. Историю живописи и архитектуры у нас люди вообще до сих пор не знают. Я не знаю, почему у нас это не преподается в школах, а у нас зайдите в музей пусто, ау, никого нету. Там культура, там детей с детства воспитывают. Они знают, что такое история моды, они знают, что такое писюн. Все кричат: боже, в Инстаграме такие продажи, такие продажи. Я попробовал там через пару блогеров, потому что, к сожалению, это не работает в нашей стране. Потому что воровать из интернета картинки и предлагать их клиенту – это не работа дизайнера. Если вы хотите стать действительно дизайнером, это 3 года надо делать регулярные коллекции, регулярно надо это вкладывать. Мода изменилась, и все понимают, что сейчас мальчики в дорогих костюмах работают на дяде в шортиках и футболочках. И вы смотрите фотографии эти 20-летней или 30-летней давности и говорите: боже, какое уродство. А тогда это считалось модным, красивым и актуальным. Женщины научились пользоваться инструментами, как перевоплощаться, как играть со внешностью, как себя преподносить. Второй фильм. Мы даже не пытаемся идти в кинотеатры, потому что понимаем, что это не кинотеатровый фильм, скажем так. А что касается Крыма, в первую очередь это трагедия, потому что многие люди оставили там семьи. Алексей Залевский – украинский дизайнер, художник, режиссер, сценарист и продюсер. Алексей смело экспериментирует в каждой своей коллекции, начиная с 1997 года. Пресса называет его королем авангарда. Клиенты считают его гением, а он просто делает свою работу. За первый фильм «The Joke» получил 2 награды на Лондонском международном кинофестивале. Сейчас работает над своим уже 3-м фильмом. Чтобы узнать, о чем хотел рассказать автор книги, нужно уметь читать. Чтобы разбираться в моде и иметь хороший вкус, нужно регулярно смотреть программу про фэшн. Ассаляму алейкум, с вами Зера из Зарема, и мы рассказываем обо всем, что происходит в мире моды. Ассаляму алейкум. Алейкум салям. Где ты сейчас? А почему мы тебя не видим на Ukrainian Fashion Week? Нету там показов, мы не делаем, но мастерская работает, ателье работает, шоурум работает. Параллельно я делаю кинопроекты. Вот сейчас делаю 3-й уже кинопроект. Уже 3-й? Уже 3-й, да. А какой был 2-й? 2-й был... В прошлом году мы сняли фильм, называется «Добрый митець – це мертвый митець». Это такая история из жизни отдыхающих. Поехали наши отдыхающие в Турцию. Вот, с ними поехали аниматоры, и история этих аниматоров, и по структуре этот фильм немного напоминает вот 4 комнаты Тарантино. То есть некоторые маленькие новеллы, маленькие истории этих отдыхающих, и есть аниматоры, которые как бы объединяют эту историю одной линией. То есть очень много людей не знали о том, что происходит. Ну, то есть они знали, что происходит, мы снимаем кино, но какое кино, про что кино, кто главные герои, какие главные интриги, никто этого не знал. И даже мы захватили самолет, нам разрешили снимать прямо во время полета. Мы в полете снимали прямо сцену захвата самолета. Вот. Все окружающие атмосферы, все герои, вот как бы актеры массовых сцен, они были реальные люди. 98% фильма – это не профессиональные актеры. У тебя не было год продаж. Что произошло? Продажи у меня давно уже не было, еще с 2014 года. В 2014 году, когда началась война, революция и пошел кризис, то у меня практически целый год или 1,5 не было ни одной продажи вообще. То есть ситуация в стране повлияла на твои конечно, продажи? Потому что одежда – это не вещь первой необходимости. И, естественно, люди не понимают, какая ситуация, что им завтра кушать, что будет война или что остальное. Понятно, никто одежду и вещи не собирается покупать. Но на сегодняшний день улучшилась продажа? Ну, я не скажу, что там они улучшились, но так уже люди потихоньку начинают как-то что-то задумываться. Каким образом ты совершаешь сейчас продвижение своего бренда? Честно говоря, никак. Вот. Но на самом деле я слежу за рынком, анализирую его и пытаюсь его понять. Все равно фэшн-индустрия в Украине работает по одному простому принципу. ОБЗ, называется «Одна бабка сказала».
очень маленький процент дизайнеров, кто отшивает коммерческие коллекции и делает продажи в бутиках. В основном все живут на клиентах. То есть вот пришел клиент, заказал что-то, вы ему что-то создали, он вам заплатил денег. Либо создаете коллекцию, мини-коллекцию, либо для шоурума и все остальное. Я занимался интернет-продажами, я открывал онлайн-магазин, я на своем сайте это делал и все остальное. Не пойдет клиентка покупать платье за 100 или 200 долларов, ну, грубо говоря, в интернет. Она все равно это хочет пощупать, померять, увидеть себя в этом изделии. За футболочку, трусики, носочки, очечки, да, может быть. То есть поэтому все эти интернет-продажи, они все работают очень на маленьком узком сегменте дешевой одежды, если говорить про одежду, что не жалко. То есть, грубо говоря, если там тебе вещь не подошла, она тебе не нравится, она тебе не подходит, ну, бог с ним, типа, так и будет. Некоторые тренды являются достаточно специфическими, поэтому каждый сам выбирает, имплементировать его в свой гардероб или нет. Ты и Ирина Данилевская. Когда, в какой момент что-то пошло не так? Ну, я не буду там вдаваться во все подробности. Суть очень простая. Ukrainian Fashion Week — это все равно частное мероприятие. То есть авторские права все принадлежат там Владимиру Нечипоруку, Ирине Данилевской. Это их, они организаторы этого ивента, они хозяева, скажем так, этой недели моды. Поэтому, в принципе, все, что происходит на неделе моды, это происходит благодаря как бы руководству Fashion Week. Поэтому они принимают решение, кто в них участвует, как участвуют, на каких условиях, в каком месте показ и все остальное. В очередной Fashion Week я сказал Ирине Данилевской, что я хочу участвовать в первый день там, в показ. На что мне было высказано массу каких-то там историй о том, что я строю декорации, что я делаю сложные показы и все остальное. Вот. И прошло 3 месяца или 4, Fashion Week объявляет официальный список участников, и меня там нету, мне никто не писал, не звонил, ничего. Вот. Ну, естественно, мне все спрашивают, где билеты на показы и все остальное, поэтому я в Фейсбуке официально вывесил, что наш бренд не участвует в Fashion Week, потому что нас никто туда не приглашал. Вот. Ну, и тут началась шумиха, бла-бла-бла, мне там предлагали поднимать какую-то пресс-конференцию, какой-то скандал. Я, кстати, по-моему, первый раз даю какое-то официальное интервью на эту тему. Вот. Так что у вас, можно сказать, эксклюзив. Суть истории в том, что в Fashion Week есть еще один соучредитель, который мне позвонил и говорит, мне очень не понравилась эта ситуация, я хочу, чтобы ты все равно участвовал в Fashion Week. Даже на меня не было времени и все остальное, меня поставили в конец Fashion Week, и я вот показал коллекцию, вот это был мой последний показ на Fashion Week. Вот. И с тех пор прошло уже, 2 года или 1,5, вот, меня тоже никто, наш бренд больше не приглашал в Fashion Week, и вот перед этим Ukrainian Fashion Week Владимир Нечипорук мне написал смс-ку «Приходи на Fashion Week». В качестве? В качестве, ну не знаю в кого в качестве, просто приходи. А вы ответили? Нет, конечно. Вот как бы вкратце вся история, произошедшая с Fashion Week. Нет, я в коллекции я буду делать отдельно какие-то свои показы, но скорее всего не в рамках Fashion Week. И плюс еще как бы сам по себе Fashion Week, ну это вообще глобальная такая проблематика глобального мира индустрии моды. Fashion Week уже не дает того, что давал раньше, или тех надежд, которые он давал раньше. То есть, грубо говоря, даже если я сейчас буду показываться на парижской, нью-йоркской или какой-то там лондонской неделе моды, это никак не поднимет мои продажи. Да, Почему? потому что это так не работает, потому что все равно индустрия работает сейчас по-другому, и отношение к моде, и к Fashion Week, и к моделям, и к дизайнерам очень сильно упростилось, время поменялось, поэтому мода перестала быть, как бы, так сказать, грубо говоря, модной. Это тавтология. Но она является тоже платформой, площадкой для Нет, это большая какого-то... индустрия, это большой бизнес. Это уже не дизайнерский бизнес, не эксклюзивный бизнес. Уже психология моды уже поменялась. То есть, Ну, я, например, всегда жду показы, например, в Шанеле. Ну, вы ждете, Гуччи. но ждать показ и платить за вещи – это большая разница. Ну, отслеживать Поэтому- тренды. Я помню, когда вы так что- выходили на наших Ukrainian Fashion Week, это всегда было эпатажно, это всегда было ярко. Поэтому... Ну, это, конечно, прекрасно. У меня 800 тысяч человек сидит в зале, а продажи 2 свитерочка. В чем бизнес?
бизнес. И все думают, что Залевский берет откуда-то из космоса деньги. И Откуда думает, вы что- берете деньги, И кстати? создает каждый год коллекцию, строит декорацию, придумывает креативное шоу. И все это он делает бесплатно. Такая и у него дорогая великие игрушка. любовники или любовницы, которые меня содержат и которые меня субсидируют. Это бизнес. Это надо кормить мастерскую, это надо платить зарплаты, это надо покупать ткани, платить моделям, визажистам, парикмахерам. Это очень, дорогая игрушка. А во сколько обходится коллекция? Ну, Дизайнер. минимально, очень, ну, грубо говоря, там 10 тысяч евро. Это самое минимальное. От 10 тысяч евро. Ну, это я так, Туда грубо входит говоря. что? Ну, Работа? пошив коллекции, то есть представьте себе, у вас там, не знаю, 5-10 мастеров, вы должны 5 там, или 4 месяца людям заплатить зарплату. Раз. Вы должны снимать какое-то помещение, ставить какое-то оборудование, покупать какие-то ткани. А сколько сотрудников у вас сейчас работает? И кто они? И швеи, и закройщики. То есть это минимальная А есть у вас состав. отдел маркетинга? Нету. Нету, да? Я же еще раз говорю, я не занимаюсь интернет-продажами и интернет-маркетингом и все остальное, потому что, к сожалению, это не работает в нашей стране. Все кричат: боже, в Инстаграме такие продажи. Я попробовал там через пару блогеров сделать какие-то прямые продажи. Ну, не смешите меня. То есть, если объявление у блогера стоит, грубо говоря, $300, там, или... Ну, В Украине нет таких цен. Есть. Есть и дороже. Вот. Я у А известного у кого блогера вы сделали, говорю. если не Неважно. секрет? А продажи у меня 2 пары очков за 300 гривен, понимаете, так в чем бизнес? Опять же, 10 лет назад все кричали ВКонтакте, там все так бешено продается, Одноклассники, так все бешено продается. И к чему это свелось? Это все онлайн-платформы, которые просто передачные бесплатные файлы. Алексей, представим, что я начинающий дизайнер. С чего следует начать? Первая основа, которая самая главная, это, конечно, исходно рисунок, живопись, композиция. То есть человек как минимум должен уметь рисовать. Потому что воровать из интернета картинки и предлагать их клиенту – это не работа дизайнера. Они так каталоги открывают. Так, значит, шьем вот эту модель из этой тряпочки, потом вот эту модель из этой тряпочки и вот эту модель. Назовите имена. Это не работа дизайнера. Я очень четко умею отличать дизайнеров от стилистов и плагиаторов. У нас их очень много развелось, поэтому если вы хотите стать действительно дизайнером и создать некую свою линию, некоторую узнаваемость торговой марки и свой индивидуальный стиль, то для этого, конечно, базовое это образование, рисунок, живопись, композиция. Что касается, конечно, уже бизнеса моделей, то это, конечно, в наше время очень сложно, тяжело и финансово затратно, потому что для этого нужны инвестиции, для этого надо вложить деньги не в одну коллекцию. Поэтому, если вы хотите выступить с одной коллекцией, это сразу бессмысленно. 15 лет назад, когда я приехал в Париж, 3 недели моды я ездил и посмотрел, как это работает изнутри. На одну коллекцию я, может быть, еще в то время потянул, но я реально понимал, что это утопия. То есть, если ты хочешь работать в Париже и делать коллекции в Париже, то надо сразу иметь деньги так на года 3 вперед. Да, да. Поэтому это 3 года надо делать регулярные коллекции, регулярно надо это вкладывать, там светиться в прессе. И, может быть, теоретически через лет 10 вас кто-то узнает и запомнит. Поэтому неделя моды в Париже, тогда это было вообще, по-моему, 10 или 12 дней. С 10 утра до 10 вечера, через каждый час шоу на другом конце города. Я был на очень многих показах, которые были очень сильные коллекции, очень интересные коллекции, очень креативные коллекции. Но шоу у них стояло там, к примеру, между Шанель и Гальяно. И пресса, которая опаздывала на шоу Шанель или на Гальяно, она, естественно, ваш показ пропускала, потому что их интересовали, и бежала на это. И вы бы вбухали кучу денег. Если у вас плохой пресс-секретарь, если у вас это индустрия, она так работала в то время. Чтобы в Украине создать бренд, это тоже надо иметь деньги. Ну, безусловно, И не таких за денег. один сезон и за один Fashion Week вы не подниметесь. Не создадите узнаваемой торговой марки, даже если вы купите всю прессу Киева, Украины, то это никак не поможет вашим прямым продажам. Потому что глянец умер, потому что это уже давно перестало быть диктатурой моды. То есть раньше все, если вы помните, постсоветский период, бурдамоден там и все остальное, мне вот так как в журнале всем должно было быть, то сейчас это уже все не работает. Значит, начинающий дизайнер должен иметь образование профильное. Я не имею в виду обязательно профильное, но он должен знать хотя бы основы.
История моды — это обязательно, потому что у нас люди настолько безграмотные, не знают ни истории моды, ни истории костюма вообще, а вообще историю искусств, историю живописи и архитектуры у нас люди вообще до сих пор не знают. Я не знаю, почему у нас это не преподается в школах. Вы когда приезжаете в Европу, в любой музей, там дети с пеленок, с 5-6 лет валяются по полу в музее, уже рисуют какие-то набросочки, уже ходят по музеям, что-то там рассматривают, что-то изучают. А у нас зайдите в музей, пусто, ау, никого нету. Там культура, там детей с детства воспитывают. Они знают, что такое история моды, они знают, что такое писюн, что голый дядька стоит, они хихикают там, или голая тетка какая-нибудь. То есть они не боятся этого всего. У них есть образование, они, ну, хотя бы элементарные понятия. Значит, образование, оно какое-то базовое должно быть. Что еще? Помимо денег, инвестиций, да. Конечно же, удача и желание. И работать. Желания нет. Желание вам здесь не поможет. Здесь надо очень много работать. Очень плодотворно, очень активно, очень много. И, может быть, потом вы чего-то добьетесь. Потому что на самом деле, когда люди смотрят 20-минутное шоу, они не понимают, что за этим шоу 20-минутным лежит полгода работы коллектива. Это их зарплаты, это их время, трудозатраты, покупка материалов и все остальное. А где, кстати, ты покупаешь ткани? Ну, в Украине, в Киеве в основном, да. Раньше мы когда-то и заказывали под заказ, делали эксклюзивные ткани со своими печатями. И на фабриках мне вязали трикотаж специально мой авторский, с моими рисунками, с моими эскизами. Поэтому, в принципе, с точки зрения производственной, Украина достаточно запакована. Итак, следующий тренд для самых модных – это велосипедки. Они активно внедрились в повседневные луки. Есть ли вообще смысл молодым дизайнерам заниматься этой профессией? Креативная мода, скажем так, она все равно остается востребованная, потому что есть шоу-бизнес, есть музыкальный бизнес, есть кинобизнес. Все равно там востребованы специалисты и художники, скажем так, художники-дизайнеры, которые могут что-то придумать, что-то создать, что-то уникальное, что-то новое, что-то интересное. Поэтому в любом случае, мне кажется, больше стезя за этим, за индивидуальностью и за узнаваемостью художника. И в любом случае мода, она как бы сейчас чуть-чуть трансформировалась, поэтому у нас сейчас как бы существует два вида моды. Одна масс-маркет, то, что у нас везде в бутиках, и появился такой вид музейной моды. Но в Европе, в Англии везде есть музеи истории моды, и вот эти все бешеные, безбашенные костюмы Гальяна, Маквина и все остальное сейчас выставляют в музеях, и люди покупают билеты, очередь. Это уже как бы определенный вид индустрии, которая отдельная, как бы ниша, такая, скажем так, музейная мода. Вот. Понятно, что мода изменилась, и все понимают, что сейчас мальчики в дорогих костюмах работают на дяде в шортиках и футболочках. И поэтому одежда перестала быть показателем статусности вашего вида. Вы не увидя человека в кроссовках и кедах, и в джинсах рваных, вы не поймете, сколько миллионов у него есть или нету. Те затраты, те финансы и то время, которое я потратил на фэшн, конечно, я бы лучше потратил на что-то другое. На что? Но в то время, опять же, я не думал, что я когда-то все-таки сниму какое-то кино, потому что я даже в это не верил. Вот у тебя есть потребность, вот ты хочешь создать коллекцию, например, да, вот в тот момент у вас произошла вот эта потребность. У меня не произошла эта потребность. Хорошо, я в моду вообще попал случайно. Как? Позвонили мои знакомые, говорят, тут будет конкурс молодых дизайнеров арт-мода. Хочешь поучаствовать? Я такой, что такое мода, что такое арт, что такое модели? Я вообще ничего этого не знал. Я нарисовал эскизы, и отправил и забыл. А потом мне позвонили через 3 месяца и сказали, ты прошел в конкурс, шей коллекцию. Как художник я могу работать в разных сферах. Могу оформлять интерьеры, могу делать фэшн, могу быть режиссером, да. Поэтому вопрос в чем? Я могу заниматься много чем. Почему бы не попробовать? Вот так я попал в моду. Тренд 2019 года – это все оттенки бежевого. Особенность этого тренда в том, что вы одеты в total look. Алексей, скажите, как изменилась украинская женщина вот уже практически на пороге 2020 года? Ну, на самом деле, это большой период, когда открылась
заграница, ворота и все остальное, то, конечно, женщина того периода была прекрасна. На лбу без логотипа, иномарки, и на груди надписи на иностранном языке, конечно, себя не видела. И тогда эта тяга к бренду, к богатой жизни, к роскоши. Понятно, откуда оно все бралось, потому что тогда этого ничего не было, это все вызывало такое некое восхищение. Потом был такой период гиперболизации. Все женщины себя мнили бизнес-вумен, брючные костюмы, бизнес-леди. Все такие черное, белое, минимализм, все такое. Я бизнес-вумен, банкирша, адвокатша, директор рекламного агентства. А потом прошел какой-то период, и у меня просто была клиентка, она была тогда директор очень крупного рекламного агентства, она вся такая была это. А потом я смотрю, она начала в платьичках скакать. Я говорю, а что случилось? Она говорит, все, я устала, хочу быть девочкой. Все меняется. Естественно, общество, ситуация экономическая, и политическая влияет и на женщин, и на мужчин, и на окружение, и на внешний вид, и на тенденции моды. То, что там 20 лет назад вызывало шок и все остальное, сейчас вызывает умиление. Поэтому сейчас, в принципе, эпатировать кого-то очень сложно и удивить тоже достаточно очень сложно, потому что люди уже спокойно относятся к самовыражению, я имею в виду внешнему, визуальному. И все-таки женщины стали более, как это, можно если так грубо сказать, ну, чуть-чуть образованнее, в том смысле, что они уже перестали верить глянцу и журналу, что они все-таки начинают понимать, что есть разные образы, разные задачи, что для одной вечеринки этот образ подойдет, а для бизнес-встречи или для деловых переговоров нужен другой образ. Поэтому женщины научились пользоваться инструментами, как перевоплощаться, как играть со внешностью, как себя преподносить. Да. Кстати, одна из последних твоих коллекций, где ты очень ярко показал разницу, да. она вот... Да, вот я, кстати, этому посвятил коллекцию вот год-полтора назад. Она как раз называлась We All Fashion Clowns. Это, наверное, была еще одна галочка в мой уход из Fashion Week, потому что все равно к моде надо относиться с чувством юмора и пониманием, чем мы занимаемся. И поэтому эта коллекция была специально сделана, специально я хотел показать как бы жертвы моды, ну, грубо говоря, и натурализм, который есть в человеке. Поэтому мы все приходим в эту жизнь голые, и не надо строить особых иллюзий. То есть мы приходим в эту жизнь голые и уходим из нее голые. И вся эта фэшн-индустрия, и вся одежда — это все равно социальный показатель. Это настроение. Это так надо к этому так и относиться, и давать себе в этом отчет. Еще раз, мое мнение о том, что человек должен быть образованным и грамотным, и уметь пользоваться разными видами и приемами. Он должен знать, как из себя сделать натуральный образ, естественную, подчеркнуть свою естественную красоту, и как выглядеть вечером шикарно, гламурно, эффектно, и как выглядеть скандально, эпатажно. Человек должен уметь пользоваться инструментами, которые дает ему дизайнер и индустрия. Как выглядит ваш потенциальный клиент? Вот, ну, просто интересно. Мой вот потенциальный на кого вы клиент — это, в ориентированы? принципе, человек от 18 до бесконечности. Поэтому у меня есть люди, клиенты очень разных сфер деятельности и очень разных мировоззрений и очень разных финансовых статусов. Поэтому у меня нету визуального клиента. Я никогда не стремился и не стремлюсь, чтобы человек там, полпланеты Земля, ходили все в Залевском, вот с ног до головы и все остальное. Когда ко мне приходят клиенты, я вижу, что они это носить не будут, и им это не идет, я им это честно говорю. Чтобы у человека эта вещь лежала мертвая в шкафу, мне это не надо. Мне надо, чтобы человек, эта вещь нравилась, он в ней ходил, он получал от нее удовольствие и чувствовал как бы это. Понятно, что есть некие психологические игры, и ты ломаешь клиента, подстраиваешь его, работаешь как психолог. И поэтому, когда ко мне приходят клиентки и говорят, только такая длина, только в черном платье или только в зеленом, вы что, мне это не идет? Мне всегда хочется сказать, вы откуда вообще, с какой планеты, кто вам это рассказал? И вот благодаря вот таким дебильным вопросам, про что модно в этом сезоне, какие тренды в моде и все остальное, у нас женщины до сих пор имеют стереотипы по отношению к моде. Поэтому я когда-то в 2000 году сделал коллекцию, называлась она «Уроды 7345». Вот достаньте свои фотографии 10-летней давности
Вы же на себя посмотрите и скажете: фу, боже, это я в этом ходил, как я мог, какой ужас, какой я тут ужасный. Там в 80-х эти плечи и все остальное. Вы же тогда в этом ходили, эти бананы, защипы. Все этим восхищались и считали жутко модным и жутко красивым. Или мы смотрим фотки родителей, а Да. там папа в клешах, и мы говорим: Да, папа, что на тебе? Вот, и вы смотрите фотографии эти 20-летней или 30-летней давности и говорите: боже, какое уродство. А тогда это считалось модным, красивым и актуальным. Поэтому даже ваш папа в тех же клешах, ходя сейчас, ничего не изменит. Только изменит отношение окружающих людей к тому, как он выглядит. Но он же носил эти клеша в 70-х. Почему ваш папа сейчас клеша не носит? Поэтому, когда мне люди рассказывают, что они купили кроссовочки и джинсики и чувствуют себя это модом, это тоже создали дизайнеры, это тоже идеология, это тоже идея заложена в этих вещах. Это же не просто так это появилось. Ну, мода — это бизнес. Собственно, Да, поэтому ну. все ходят шаблонно. Потому что они задают тенденцию, и потом эту тенденцию продают. А люди Ну, покупают. Не совсем так. Общество, экономика тоже диктуют, как выглядит человек. Бизнес-вумен превратились в леди, бизнес не стал показателем твоего статуса, и женщине стало быть неинтересно быть бизнес-леди, а все-таки оставаться женщинами. Опять же, поменялась общую глобальную тенденцию моды. Поэтому это все взаимосвязанные вещи, они просто так не происходят. Следующие тренды – это тренчи. Особенно носибельный он в длине миди. Его можно носить как под длинные платья, так и под короткие, как под шорты, так и под брюки. Алексей, скажите, пожалуйста, чем вы хотите в дальнейшем вот заниматься и какие Я хочу перспективы? заниматься дальше кино, модой и все остальное. Но вообще я еще на самом деле как это саунд-продюсер, если такое можно слово сказать, потому что мы когда делали мой первый фильм, мы купили у российской группы тогда еще группы Агата Кристи права на использование их песен. Мы переписали их песни на английском языке, и я 1,5 года сидел в звукозаписывающей студии, искал вокалистов, искал звучание. И понравился процесс писания оркестров и живых музыкантов. Это, конечно, такое, но когда у тебя 30 человек в синхроне играют скрипочками одну ноту, и не дай бог кто-то там не сыграет одну ноту. У меня была одна песня в фильме, у меня было 144 звуковых дорожки в программе. Это, конечно, такой сложный процесс, но мне очень понравился. И, в принципе, вот я бы, конечно, хотел бы к фильму писать саундтрек с большим оркестром, в хорошей студии. Это такая моя психоэротическая мечта. Это, конечно, очень дорого, потому что когда я был вот на концерте Жени Хмары, и он мне, кстати, писал музыку ко 2-му фильму и вот к 3-му фильму, и, конечно, я представляю какой-то титанический труд построить оркестр, чтобы они в синхроне играли, и вот этот звук, но, конечно, мурашки бегают. 2-й фильм мы даже не пытаемся идти в кинотеатры, потому что понимаем, что это не кинотеатровый фильм, скажем так. Вот сейчас, я думаю, может, мы выложим его онлайн и как-то будем собирать у народа деньги, кто сколько даст. Мы знаем, что вы снимали замечательный клип певицы Ларии, но в Ютубе, ну, если просматривать комментарии, неоднозначные комментарии. Что Нет, вы скажете? очень много, конечно, да, гонят на Залевского. Вот. Вы же поймите, что у нас в Украине все, что нестандартное, оно сразу как-то так все очень проблематично. У нас люди не могут сформировать своего собственного мнения. Мнение нравится, не нравится – это не мнение. Это уровень племени Мумба-Юмба. А когда я людям спрашиваю, почему вам не нравится, они не могут это обосновать. Они могут Они аргументировать. не могут аргументировать, у них нет понимания, знания, технологий. Я очень редко встречаю людей-профессионалов, которые могут обоснованно, конструктивно дать анализ произведению, разложить его по полочкам, рассказать, что там хорошо, что там плохо и все остальное. Поэтому про клипы Ларии я могу отдельно рассказать целую лекцию о том, что там хорошо, а что там плохо. Алексей, скажите, пожалуйста, как скоро Крым вернется в Украину? Как вы считаете? Я не астролог, я не гадалка и все остальное. Когда он вернется в Украину, я не знаю. Но я считаю, что это очень большая трагедия вообще для нации и в целом, потому что мой дед воевал в Великую Отечественную. И когда-то бы мне кто-то в детстве сказал, что мы будем воевать с Россией, я бы вообще как бы не поверил и плюнул в морду этому человеку первый.
селяви, как говорят французы, такова жизнь, и то, что политическая ситуация поменялась. У меня осталась масса друзей в России, и я понимаю, что они не могут бороться с системой, с той страной, в которой они сейчас живут. Это большая трагедия, и, конечно, этот политический абсурд, кроме Muppet Show, я никак назвать не могу. А что касается Крыма, в первую очередь это трагедия. Потому что многие люди оставили там семьи, многие люди там оставили недвижимость, многие потеряли много чего, и бизнес, и отношения, и друзей. Алексей, у нас есть рубрика, называется Twinspiration. В этой рубрике вы нас одеваете, как вы видите, на свое усмотрение, а потом аргументируете, почему так, а не иначе. Прекрасно. Зарему я вот увидел более в таком классическом, скажем так, сдержанном, элегантно-вечерне-коктейльном стиле. Вот, поэтому я подобрал ей такое платье более скромное, но с элементами современного как бы дизайна. А Зере я подобрал специально такое веселое, жизнеутверждающее, яркое, эпатажное, слегка клоунское платье из коллекции Viol Fashion Clowns. Потому что мы все равно все клоуны. Конкурс. Алексей Залевский задает вопрос, вы отвечаете. Подписывайтесь на канал Алексея Залевского, подписывайтесь на наш канал, отвечайте на вопросы и выигрываете приз. Каково название коллекции, видео которой получило больше всего просмотров в YouTube? О! А подарок вы за этот конкурс получите, который я не скажу, потому что не знаю, какого вы пола. Но вы все равно его получите. Обязательно, это я обещаю. Спасибо большое за интервью. Нема за що. Приходьте ще. Спасибо. А что вы можете пожелать нашим зрителям телеканала АТР? Учите, интересуйтесь, задавайте вопросы и просвещайтесь. Ура! Алла разы олсун. Класс. Мода может нравиться или нет, может раздражать или наоборот успокаивать, но она точно не оставляет равнодушными. Ровно через неделю новая порция трендов для тех, кому хочется наполнить свою жизнь прекрасным. Ура! Сагу. А вы должны сказать Алла разы олсун. Давайте Чего, вот это. чего? Алла разылся. Мы скажем согласно, вы говорите Алла разылся. Обалдеть. Алла разы Олсун. олсун. О. Алла разы олсун. Да.